umma.ru. Достоверно об исламе. Альхамдулилля, вассалату вассаляму аля сайидна Мухаммад. Очередной хадис. Достоверный, очень достоверный, известный свод хадиса Бухари, Муслима, Ахмада, Абу Дауда, Насаи, Ибн Маджа от Абу Хурайры. Но этот хадис в реалиях современности из-за того, что все-таки грамоты религиозной не хватает, причем вообще везде, в самых разных странах мира, среди мусульман. Невежество присутствует, культура во многом, поведение, в том числе и нравственность, она растерялась. И в том числе вот этот важный элемент, касающийся пятничной молитвы и пятничной проповеди. В данном случае именно пятничная проповедь. Все пришли в мечеть. Да, люди, мужчины, да, особенно. То есть для мужчин это обязательное посещение пятничной проповеди, пятничной молитвы. Так вот, все пришли, слушают имама. У человека зазвонил телефон. Он слушает имама, вроде как, слушает проповедь, либо просто сидит, с другом пришел. Зазвонил телефон, либо кому-то он что-то хочет сказать, либо о чем-то вспомнил, соседу хочет сказать, либо кто-то разговаривает, а тот хочет ему сказать, ну замолчи. Так вот, все вот эти вот движения, когда имам уже встал на кафедру и ведет проповедь, все эти движения лишние, а именно разговоры, слова, они крайне пагубны и греховны. Они стирают просто в ноль всю благодать прихода на пятничную молитву и проповедь. В ноль просто. В хадисе сказано: «Ида культа ли сахибика валь имама яхтуб яум аль-джум'ати ансит, факад лагаута». Если ты скажешь своему соседу, своему товарищу, замолчи, когда имам ведет пятничную проповедь, он разговаривает, ты ему сказал замолчи, вроде как ты даже в какой-то степени прав, ты ему говоришь замолчи, даже если ты скажешь ему замолчи во время проповеди. Факад лагаута. Здесь можно по-разному перевести. Ты сделаешь то, чего не следовало бы делать. И второй перевод, основной богословский перевод, твой приход в мечеть на пятничную проповедь будет впустую. Впустую. Лагаута. Эта тема подробно изложена, так она достаточно важная и актуальная. Она изложена в моей книге «Мусульманское право». Здесь как раз есть на 284 странице, прямо несколько страниц, приводятся все хадисы и пояснения ученых именно по этой тематике. Сохранение полного молчания во время проповеди, именно пятничной проповеди. Вальхамдулиллахи раббил алямин.